Значит, с самого начала это спланировала твоя мама? Чтобы снять это видео, она отправила Рюзгара туда, не так ли? Я не знаю, для чего она это сделала, любимая. Я всего лишь предоставляю тебе возможность, чтобы ты спасла своего брата. Или же мама отдала бы видео полиции. Это я противостоял. Сказал, что Ясемин умная девушка. Не захочет, чтобы ее брат сел в тюрьму. Ты не такой. Ты не такой, Ферит. Приди в себя. Что значит с помощью шантажа заставить выйти замуж? Ясемин, это ты меня заставила это сделать. Я бы тоже не хотел, чтобы так получилось. Если бы ты согласилась тогда, когда мы пришли просить твоей руки, возможно, так бы не получилось. Ни за что. Запомни это, ни за что. Я не соглашусь. Я не поведусь на твой шантаж. Я не соглашусь. Прошу. Дверь открыта. Ты можешь идти. Но я думаю, что ты лучше знаешь про законы статьи, Ясемин. Сколько Рюзгар будет сидеть в тюрьме? 10 лет? Или 20? Конечно, это примет суд. Я не могу вмешиваться. Почему ты это делаешь? Почему? Что ты хочешь? Как можно заставить выйти замуж ту, которая не хочет за тебя выходить? Чего ты хочешь? Какая у тебя цель? Ясемин, потому что я тебя очень люблю. Я хочу посвятить свою жизнь тебе. Хочу посвятить тебе свою жизнь. Ты моя судьба. Я всем сердцем верю в это. Ты с ума сошел. Сошел с ума, сошел с ума. Человек для любимого сделает все, не так ли, Ясемин? Абсолютно все. Думаю, произошло что-то серьезное, раз мы все собрались. Нам нужно поговорить, дочка. Я это поняла, папа. Но о чем? Доа, хотим попросить тебя, чтобы ты послушала до конца. Хорошо? Дочка, в день, когда ты вышла на крышу, когда я ехал, чтобы спасти тебя, один человек бросился под мою машину. К сожалению, я не мог остановиться, я сбил его. У меня не было времени. Я не смог ему помочь. Я продолжил путь. Потом мы с тобой поехали в больницу. Когда мы поехали в больницу, я узнал, что человек, которого я сбил, отец Рюзгара. Минутку. Это ты убил отца Рюзгара? Возможно, я должен был тебе об этом рассказать раньше. Прости меня, пожалуйста. Рюзгар,
Твой отец умер из-за меня? Из-за того, что я хотела покончить жизнь самоубийством? Да, на самом деле есть вещи, о которых ты не знаешь. Если бы твой отец не проезжал там, то Джеляль попытался бы броситься под машину другого человека. Папа, почему ты мне об этом не рассказал? Из-за того, что я буду обвинять тебя? Почему ты не рассказал? Чтобы защитить меня? Как только твой брат приехал, я во всем признался, Хандан. Я не скрывался и не сбежал, если ты хочешь сказать об этом. Да. На самом деле я хотела рассказать об этом во время ужина. Но то, что ты рассказала, остановило меня. Еще, если честно, подумала о себе. Хотела защитить детей. Я не хотела, чтобы они не знали, почему их отец покончил жизнь самоубийством. Рызгар, когда ты об этом узнал? Когда ты принял это? Я не принимал. Я так и не смог принять. Дуа, это я стрелял в твоего отца. Это я хотел убить дядю Мехмета. Раз ты меня любил, почему был вместе с Суде? Почему переспал с ней? Это слова Чинара. Он околдовал тебя, не так Суде ли? беременна. Откуда известно, что от меня? Ты хочешь свести меня с ума? Этот ребенок от тебя. Ясемин, Что? я тебя люблю, хорошо? Девушка, с кем я хочу построить семью, это ты. Я хочу, чтобы ты родила от меня детей. Мне все равно на суде. Отойди. Нет, не смогу. Я не смогу. Не смогу. Если ты выйдешь через эту дверь, ты станешь причиной того, что случится с Рюзгяром, Ясемин. Я знал, что ты выберешь нас, Ясемин. Пусть говорят, что хотят. Но любовь всегда победит. Я был зол. Подумал, что меня обманули. Я думал, что отец убил моего отца. И ты хотел устроить ловушку моему отцу и убить его? Я был очень зол, когда увидел видео. Я сошел с ума. Что ты хотел сделать после смерти отца, Рюзгар? Прийти соболезновать? Твой отец также поступил с Он нами. не устроил ловушку твоему отцу. Единственный грех моего отца, он хотел успеть ко мне. Да, я очень Нет. сожалею. И если бы у меня была возможность вернуть все назад, единственное мое утешение, что дядя Мехмед жив. Это не так просто. Это не так просто. Я чуть ли не потеряла отца. Я не буду дружить с тем, кто хотел убить моего отца. Понятно? Да, Не смей. Не смей. Не подходи, не приближайся. мы все расстроились, но все осталось в прошлом. В прошлом? Папа, ты еще не выздоровел. Почему ты говоришь, что все прошло? Рюзгар, пойдем, сейчас не время беседовать. Смотри, Рюзгяру тоже очень больно. Пожалуйста, не делай.
Я не смогу понять. Не смогу. Невозможно. Я пойду к ней. Доа. Вы скажете, что Рюзгар хороший парень. Пожалуйста, не утруждайтесь. Мы увидели, что хорошие парни могут сделать плохое. Нет, я не хотела этого говорить. Я не хочу его защищать. Я хочу попросить у тебя помощи. Смотри, Рюзгар очень чувствительный парень, правда. Доа, он похож на тебя. Если ты его не простишь, то Рюзгар никогда не простит себя. Он не сможет поправиться. Я, как мама, прошу тебя, пожалуйста, Доа. Не позволяй, чтобы мой сын отдалился от меня. Я поговорю с ней. Нормально, что она так отреагировала. Да. Доа права, дядя Мехмед. Эфе тоже была права. После того, как я узнал обо всем, я мог бы действовать по-другому. Я выбрал самый глупый путь. Смотри, сынок, я не оправдываю то, что ты сделал. И так нельзя ничего сказать о том, что ты сделал. Но если я хоть немного знаю Доа, ей нужно время. Она со временем все поймет. Твоя мама права, все наладится. Не расстраивайся. Мы справились со сложной частью, мне кажется. Я не смог простить себя, как меня простит Доа. Вы самые невинные в этой истории. Не думай об этом. Наша проблема не с теми, кто стрелял, а кто заставил стрелять. Здравствуйте, прошу. Здравствуйте. Нам нужно поговорить, госпожа Щукран. Ты друг Рюзгара, не так ли? Эфе. Да, я. О чем мы будем говорить? Я не поняла. Человек, который позвонил вашей сестре и отправил ее в отель, Яшар. Потом он следил за Джилялем и снял видео. Он пришел ко мне. Его проблемой было получить у Мехмета деньги. Они работают вместе с Эмель. Это он дал Рюзгару оружие. Я уверен, что он сделал много всего, о чем вы не знаете. Что это? Ты с утра до вечера сидишь у костра? Аллах, Аллах. Значит, он и поджег магазин Хандан. Эмель сказала ему поджечь. Я вам рассказал это, потому что этого человека надо держать подальше от этих детей. Господин Мехмед тоже знает, что я здесь. Пусть Аллах будет доволен тобой, брат. Смотри, если вам что-то понадобится, скажите, я сразу помогу. Сестра, нам надо посадить этого типа в тюрьму. Нам нужно найти что-то точное по поводу него. Мы не можем позволить ему еще больше навредить Рюзгару. Конечно, конечно, как можно скорее. Не делайте ничего, не сообщив нам, хорошо? Пусть не знает, что мы с вами говорили. Ведите себя так, будто все нормально. Мы быстро найдем его оплошность. Конечно, конечно, я не буду действовать без вас. Я пойду. Увидимся.
Пусть растет счастливый. Ребенок идет тебе, Йылдырым. Ну, идем. Разве твой возраст не поджимает уже? Идем, идем, садись. Разве не пришло время жениться и завести детей? Смотри, когда завтра тебя госпожа Эмель выставит за дверь, останешься один на улице. Яшар, ради Аллаха, перестань болтать. Скажи, в чем твоя проблема? Какая может быть проблема, Йылдырым? Ради Аллаха. Мне нужна охрана, нужны деньги. Господин Мехмед встал на ноги, в один день он начнет беспокоить меня, нарушит мой покой. Он сейчас не делает мне ничего из-за Рюзгара, но это все случится. Если такое случится, клянусь, я сдам всех. Ты что, нам угрожаешь? Йылдырым, умоляю, сейчас кто-то увидит, неправильно поймет. Угроз нет, объясняю ситуацию, Йылдырым. Смотри, вы меня будете видеть, а я вас нет. Я вас забуду, что еще сказать, как я прекрасно говорю. Йылдырым, умоляю, позвони этой госпоже Эмель. Мне надо с ней увидеться лицом к лицу, пожалуйста. Что это сейчас? Только кофе не хватало, да? Мама просто хотела поговорить с тобой. Наедине только. Внутри ждет тебя. Твоих угроз не хватило, пришло время для угроз от твоей мамы, Ферит. Исимин, эта ситуация мне тоже не нравится. Я тоже не хочу, чтобы все так было, но другого выбора нет. Ты просто знай это. Обещаю, ты будешь очень счастлива. Отпусти. Так и будешь стоять на ногах? Не бойся, не съем тебя, садись. Хочешь что-нибудь поесть, выпить? Значит, это было твоей целью, показывая видео Рюзгару? Не глупи, пожалуйста. Я не хочу этого брака, как минимум так же, как и ты. Я не твоя фанатка. Не верю тебе. И Ферита сделала похожим на себя в итоге. Ты, наверное, не думаешь, что являешься первой девушкой, которой Ферит на первой встрече написал на салфетке «Ты выйдешь за меня». У меня одержимый парень. А ты его последняя одержимость, к сожалению. Если у вас в семье есть кто-то одержимый, то это ты, знаешь, да? Ферит просто одна из твоих жертв. Если ты не захочешь, этого брака не будет. Поэтому не смей говорить про Ферита, я не поведусь. Ясимин, я тебя не очень понимаю. Если бы я не подсунула тебе эту возможность, твой брат был бы сейчас в тюрьме. Когда говоришь со мной, следи за словами. Ты оставь это. В чем твоя проблема? Что ты хочешь? Чтобы сын устал от тебя. Пока сын не устанет от тебя, чтобы ты потерпела эту игру в брак. Вот и все. Не верю тебе. Кто знает, что у тебя на уме снова? Кто знает, какие дьявольские планы ты строишь снова? Ты потерпи моего сына, а я тебе дам записи, которые у меня есть, и дело между нами закроется. Это все, чего я хочу. Чинар? Будешь кофе? Заказать тебе? Ясимин не пришла? Нет, не видела. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Я тоже выпью кофе. Хорошо.
Мама мне не поверит. Не поверит, что я хочу выйти за Ферита. Поймет, что ты мне угрожаешь. Это не моя проблема. Убеди. Не поверит, говорю же, я не смогу. Папа столько лет заставлял вас верить в то, что у них верный и счастливый брак. Уже это сможешь сделать. Разве ты не дочь Джеляля? Я ненавижу тебя всей душой. Поверь. Наши чувства взаимны. Сегодня вечером придешь к нам на ужин. Обговорим детали свадьбы. Не хочу никакой ужин. Я не спрашивала, хочешь ли ты. Сказала то, что ты должна сделать. Я даю тебе шанс спасти брата. Если хочешь, используй этот шанс. Потерпи, будь послушной. Если хочешь, вставай и уходи. Решение за тобой. Смотри, Ферит идет. Улыбнись немного. Никто не любит хмурых женщин. Добро пожаловать. Спасибо. Любимая, ничего не заказала? Я дала ей меню, но она ничего не заказала. Моя будущая невестка немного гордая, но со временем смягчится, думаю. Давай лучше закажем что-нибудь. Будешь десерт? Не будешь? Я поговорил с госпожой Щукран, рассказал все, что знаю. Спасибо, Эфи. А у вас как? Как Дуа восприняла произошедшее? Все случилось, как я и предполагал. Все-таки я не ждал, что она обнимет Рюзгара и скажет: «Ты выстрелил в папу, значит, забудь, что такого?» Конечно, конечно. Я могу что-то сделать для тебя, Эфи? Я чувствую себя должником по отношению к тебе. Хочу поблагодарить за то, что ты сделал. Нет. Я боюсь, что это тепло между нами вызовет у меня аллергию. Я позову Дуа и приду. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Папа, пожалуйста, не начинай мне говорить, чтобы я поняла Рюзгара. Я не пойму человека, который пытался убить тебя. Уж без этого как-нибудь, ладно? Дай руку. Слышишь звук? Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Я живу, дочка, не умер, я здесь. Самое главное это. Но мог умереть. Но не умер, я здесь, рядом. Но мы не можем то же самое сказать про отца Рюзгара. Этот человек Но умер. твоей вины не было. Ты пошел и рассказал все госпоже Хандан. Сказал, признался. Папа, кто такое сделает? Но обо всем этом не знал Рюзгар, дочка. Он подумал, что дядя Мехмед, который помогал им 2 месяца, убил его отца. Папа, ты чуть ли не извиняешься за то, что не умер. Настолько оправдывать Рюзгара? Извини, это уже шоу. Ладно, хорошо. Сообщение принято, молчу, ладно. А, кстати, внизу гость ждет тебя. Кто? Эфе? Ты в этом доме? Поверь, я тоже очень удивлен. Ты голоден? Приготовить тебе что-то? Нет, нет, я все это решила. Если папа разрешит, может, выйдем? Чтобы не душило нас помещение. Что скажешь, папа? Я поеду в офис. Конечно, можно. Но пусть телефон будет рядом, чтобы я мог дозвониться. Хорошо. Хорошо, давайте, повеселитесь. Спасибо. Кстати, не смейте воровать машины, хорошо? Я что-нибудь накину и приду. Хорошо, хорошо.
На самом деле я очень удивился, что ты позвонила. Почему? Все винят нас в том, что мы выстрелили в отца Доа. Я верю тебе. Я думаю, что это не связано с твоим отцом. Ты как можешь быть так уверена? Я так чувствую. Вот бы и Доа так же думала. Ты голодна? Это твоя тактика? При каждой возможности угощаешь друзей? Любишь печень? Не могу сказать, что обожаю, но... Я знаю отличное заведение. Твои заведения лучше тех, что я посещаю, наверное. И? Ты не присоединишься к защите Рюзгара, говоря, что я должна понять его? Вообще не имею дела. Папа мог умереть, Эфе. Знаю, милая. Ты кто такой? Взял пистолет в руки, выстрелил в моего папу. Пришел еще и извиняется передо мной. Говорит, что расстроен. Но еще бы. Убрать Рюзгера? Что? Отвезем в безлюдное место. Будешь давать пощечины с утра до вечера, чтобы тебе полегчало. Или же я найду пистолет. Стреляй в руки и ноги. Пусть поймет, что ты чувствуешь. Не надо, спасибо. Его папа умер и умер. Ему больно. И что? Обманут так обманут. Нам-то что? Око за око, зуб за зуб. Обратная психология. Помогает хоть? Если вы с папой теперь будете друзьями, мне тоже сообщите. Я найду себе новых друзей, хорошо? Только минутку, минутку. Сначала ты меня предала, мелкая. Папа да папа. Папа да папа. От тебя больше ничего и не слышим в последнее время. Потеряно целых 6 лет, Эфе. Я пытаюсь восполнить. Мне дали второй шанс. Я пытаюсь его использовать. Как прекрасно, что у человека есть второй шанс, да? К тому же, вот бы мы могли давать всем второй шанс. Ты противный. Опять тему к Рюзгару приводит. Давай руку. Сначала кладем лаваш, немного лука, немного петрушки, потом берем печень. Вот и все. Сначала лук, потом петрушка. Потом вытянуть шпажку. Все легко. Очень вкусно, не так ли? Очень вкусно. Правда? Я передам дела, не сильно задержусь. Я тоже пойду с тобой. Не буду называть имя, чтобы некоторые паразиты тебя не побеспокоили. Не надо, Ферид, чтобы не было ненужного напряжения. Да что может быть? Что может быть? Твоя мама ведь стала причиной выстрелов господина Мехмета. Что еще может быть? Еще и спрашиваешь. Договорились. Не задерживайся только. Ты не пришла. Чинар, я... Ты не обязана объясняться, Исимин. И я больше не потревожу тебя, не переживай. Я неправильно подумал. Я получил свой ответ. Я думал, что ты тоже чувствуешь ко мне то, что я чувствую к тебе. Я ошибся. Ясемин? Что случилось? Есть проблема? Причем очень большая проблема, господин Мехмет. Что такое? Рассказывай.
На руках у Эмель есть видео с моментом того, как Рюзгар выстрелил в вас. Ты ко мне пришел? Зачем мне к тебе приходить сюда? Ты ведь не питаешь по поводу нас надежды, которых нет? Надежды, которых нет? Я беременна, не зная, в курсе ли ты. Но я не имею никакого отношения к этой теме. Женщина, которую я люблю, известна. Тогда почему ты здесь? Потому что я жду свою девушку. Ясемин бросила тебя, Ферит. И сколько бы букетов цветов в день ты не отправил, это правда не изменится. Ты лучше поднимись в свой офис сюда. Не комментируй то, о чем не знаешь. Значит, она выбрала это место, чтобы снять видео. Что она от тебя захотела? Ферит хочет жениться на мне. А в противном случае он отдаст видео полиции. Но это идея его мамы, конечно. Кто знает, чего она опять добивается. Нет. Ты не можешь насильно выйти замуж. Но, господин Мехмед, содеянное Юмель известно. Она даже на слезу Рюзгара не посмотрит. Она и сама замешана в этом деле. При строгом расследовании это коснется и ее. Она не осмелится на такое. Господин Мехмед, а сколько времени займет дело? 3 года, 5 лет. После того, как Рюзгар попадет в тюрьму, какая мне разница, коснется это Эмель или нет? Я не могу закрыть глаза на такой риск. Послушай, если ты один раз дашь слабину в этом шантаже, то это будет продолжаться всегда. Да, но я не могу сказать это маме. На этот раз она точно что-то сделает, Эмель. А Рюзгару совсем не смогу сказать. Он пойдет сдаваться. То есть, господин Мехмед, мой единственный выход – это вы. Я выйду замуж за Ферита. Выброси это из головы, я не позволю. Господин Мехмед, я вынуждена. В этот период я как-то справлюсь с Феритом. И может мы выиграем немного времени или найдем что-то на Эмель. Я не знаю. У меня сейчас нет другого выхода, кроме как делать то, что они хотят. Нельзя, я не оставлю тебя в их власти. То есть, зная об этом шантаже, я не смогу вести себя так, будто не знаю. Не проси у меня этого. Господин Мехмед, а у кого попросить? Кому мне пойти? К какой двери мне идти? К чьей двери мне идти? Кто есть, кроме вас? Ясемин. Господин Мехмед, я вынуждена защитить своего брата. Пожалуйста, поймите меня. Найдем другой выход. Будем атаковать их в ответ. Мы попытаемся нейтрализовать все, что у них есть. Должен быть выход. Мне на завтра назначили день свадьбы. Я не могу врать твоей маме, дочка. То есть не могу скрывать то, что знаю. Господин Мехмед, вы вынуждены. Ты очень расстроишь свою маму, дочка. Не делай этого. Хорошо, сейчас ты чувствуешь себя застрявшей, но всегда есть решение. Эмель говорила мне, что у Ферита до этого была одержимость другими девушками. Но эта женщина очень любящая мать для своего сына. Кто знает, что они сделали им? Господин Мехмед, если мы расследуем этот вопрос, то что-то выйдет. Клянусь, уверена, что-то выйдет из этого. Но нельзя доверять ничему, что говорит Эмиль. Господин Мехмед, я доверяю не им, а вам. Доверяю, что вы не оставите меня одну. Ладно, хорошо. Хорошо. Я буду рядом с тобой.
Я обещаю тебе. Эта женщина очень серьезно заплатит за все, что сделала. Иди сюда. Я знаю. Я знаю, я верю вам. Я верю вам, господин Мехмед. Пойдем, поговорим. Садись. Как ты смеешь сюда приходить? Успокойся, чемпион, я просто пришел забрать девушку. Парень, ты больной? Твоя голова не работает, Ферит? Девушка рассталась с тобой, она бросила тебя. Она упаковала тебя и выставила за дверь. Каким количеством разных способов мне надо тебе это сказать? Ты, кажется, немного остался в прошлом в некоторых вопросах, Чинар. Лучше немного обнови информацию. Мы с Есемин снова вместе. И наша любовь, как была в самый первый день. Все еще про любовь говорит. Есемин знает, что Суде беременна от тебя, Ферит. Что за бред ты несешь? Вали отсюда. А что будет, если я не уйду? Что ты сделаешь? Как ты выставишь меня отсюда? Ферит, не вынуждай Господин Мехмед, это Ферит, пожалуйста, остановитесь. Не вмешивайтесь в это, не забывайте то, о чем мы говорили, пожалуйста. Прошу вас. Ты, кажется, не понимаешь слов. Не понимаю. Ты расскажи мне. Ферит, послушай, хватит бредить и вали отсюда. Сообщите охране, госпожа Суде. Ты отправишь Нет, не меня нужно. отсюда? Давай, отправь. Вот, смотри, пришла и девушка, которую я ждал. И не стоило так кричать. Он говорит правду? Вы действительно вместе? Мы решили дать еще один шанс нашим отношениям. Открыл уши и услышал, да, чемпион? Будь поумнее. Чего опять добивается этот тип? Он ничего не добивается, Чинар. Не ври мне. Ты не та девушка, которая будет с этим мужчиной. Что происходит? Ты не понимаешь слов, братец? Мы вместе. Что из этого ты не понял? Не тяни, давай, Ферит, давай уйдем отсюда. Давай, пойдем, любовь моя. Есемин, что произошло? Ты обязана объясниться передо мной. Это глупость, Есемин. Чинар. Не вмешивайся, сынок. Что значит не вмешивайся, папа? Известно сделанное матерью этого мужчины. В этом деле что-то есть. Не вмешивайся, сынок, хорошо? Не вмешивайся. Давай, пойдем, любовь моя. У нас есть еще важные дела. Пусть Аллах накажет тебя, Ферит. Отпусти мою руку. Нам не надо притворяться, когда никого нет рядом. Я заполучу твое расположение, любовь моя. Я знаю, ты злишься на меня, я понимаю. Но вот только начнем жить в одном доме, и тогда увидь меня. Папа, не смей вести себя так, будто это нормально. Я и не сказал, что это нормально. Мать этого типа вложила в руку Рюзгара пистолет и вынудила его выстрелить в тебя. По-твоему, Есемин, зная об этом, все еще будет с ним в отношениях? Я не ведусь на это, папа. Расскажи мне то, что ты знаешь. Я правда ничего не знаю, сынок. Пап, не ври мне, пожалуйста, не ври мне, папа! Ферит переспал с Суде, и Есемин знает об этом. Знает о том, что Суде беременна от Ферита. Зная все это, она все еще будет с ним? Я не верю в это. У них в руках есть что-то, что они используют против Есемин. Есемин угрожают, папа. Я знаю Есемин, она не будет вести себя так. Это невозможно. Ты влюбился в Есемин, сынок.
О, папа. Нам надо поговорить, Эмель. Немедленно. Давай поговорим. Конечно, я дома. Я кое-что спрошу, сударь. Ты беременна от Ферита? То, что я услышал, это правда? Чинар донес. Ну ты, Ферит, ты правда удивила меня. Посчитал, что это не подходит мне? Конечно. А у меня есть вещи, которые я считаю не подходят тебе, но я не встаю перед тобой и не отчитываю тебя, Мехмед. Ну прости, я не хочу пристыдить тебя. Но ты с этим парнем, разве это что-то возможное ради Аллаха? Это не ситуация, которой я очень горжусь. Но что случилось, то случилось. Я это не смогу Эмель изменить. Карахан ужасная женщина. В конце концов, этот парень Ты её лучше сын. расскажи это не мне, а Ясемин, Мехмед. В конце концов, это она в отношениях с Феритом. Ладно. Ты обязана помочь мне. А мне кто поможет, Мехмед? Кто будет заботиться обо мне? Всеми твоими проблемами стала Хандан и ее семья. Ты даже не видишь меня. Тебе уже абсолютно плевать, что я проживаю и чувствую. Ты видишь во мне только информатора, который может дать тебе информацию о Эмель и все. Мне надо идти. Не будем больше тянуть этот вопрос, хорошо? Мы должны поговорить, сударь. Это не вопрос, который можно просто так отодвинуть в сторону. Я позвоню Я тебе. уверена, ты позвонишь, Мехмед. Сестра Айтен, что делает Асия? Она прекрасный ребенок, не сглазить бы. Она в порядке? В порядке, в полном порядке, она очень милая. Приводи тогда, когда захочешь. Ни в коем случае не стесняйся, хорошо? Я очень люблю голоса детей. И нам поднимет настроение в магазине. Пока ей не станет скучно, пусть остается здесь, сколько захочет. Хандан. Мне надо тебе кое-что сказать. Уже несколько дней это съедает меня изнутри. Если расскажу, то одно, если не расскажу, то другое. Но мы вот так вместе работаем, каждый день видим друг друга. Скрывать это неправильно. Сестра, что происходит? Я ничего не поняла, в чем вопрос? Асия. Асия. Дочка твоего зятя Яшара. Этот Яшар обманул мою сестру. Он не сказал о том, что женат. Легкой работы. Сестра Шукран, что ты здесь делаешь? Или Яшар опять что-то сделал? У тебя есть немного времени, Серхат? Для тебя всегда есть сестра. Ты голодна? Ты нигде в Стамбуле не найдешь такой донер, как здесь. Пойдем, присядем и поедим. Видно, что разговор долгий. Нет, я не голодна. Сестра, что ты говоришь? Я не поняла. То есть ты знала меня, сестра? Ты поэтому со мной сблизилась, то есть установила со мной близость? Нет, Хандан. Клянусь, я не знала тебя. Я знаю только Шукран. Я ее видела 1-2 раза. Я пошла к ее дверям, чтобы рассказать всю эту правду. Но я не осмелилась, не смогла сказать. Я не могу поверить. Я не могу поверить в это сейчас. У Шукран есть право знать об этом. У моей сестры есть право знать все это, я должна рассказать ей. Она имеет право, конечно. Она должна знать, Хандан. Моя сестра невиновна. Этот дьявол Яшар обманул ее. Он заставил. Я знаю. Пусть Аллах накажет его. Я его прекрасно знаю, сестра. Я знаю его очень хорошо. Сестра тоже знает своего мужа.
Не переживай, с твоей сестрой ничего не случится. Мне нужно позвонить. Что он снова сделал, сестра? Что мне рассказать, не знаю. Слушаю, Хандан. Можешь прийти в отель, сестра? Мне нужно с тобой о чем-то важном поговорить. У меня много дел сегодня, сестренка. Можно я завтра заеду? Но если что-то срочное, то говори. Нет, завтра поговорим, хорошо? Хорошо. Разведись уже с ним, сестра. Тебе не хватило того, что ты пережила? Недостаточно просто развестись. Он должен получить наказание за то, что сделал Серхат. Что это значит, сестра? Поможешь мне, Серхат? Говори, что хочешь, сестра Щукран. Я тебе должен, я вырос у тебя на руках. Я помогу, чем смогу. Спасибо. Только это нелегко. Я пойму, если ты откажешь. Ты сначала скажи, о чем ты думаешь, сестра. Она придет завтра. Мы поговорим обо всем. О таком по телефону не поговоришь. Хандан, если хочешь, я завтра не приду. Вы поговорите вдвоем. Нет, сестра, ты тоже будешь здесь. Мы обо всем поговорим и закроем эту тему. Потому что это и тебя касается. Хандан, если захочешь, я больше не приду сюда. Как хочешь. Сестра, сказать тебе что-то? День, когда Щукран разведется с Яшаром, для меня будет праздником. Я не расстраиваюсь от того, что ты сказала. Я о другом грущу. О чем? У сестры нет детей, знаешь? То есть, она очень хотела. Она так хотела, но Аллах не дал ей ребенка. Я боюсь, что она будет себя винить, когда узнает, что у Яшара есть ребенок. Расстроится, будет грустить. Мне из-за этого грустно. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. В этом деле ты замешана, Эмель. Какое дело? Прекрати делать вид, как будто не знаешь. Ясемин и Ферит снова вместе. Почему тебя это интересует? Не поняла. Почему меня это интересует? Я же сказала, что жду ребенка от Ферита. Что за вопрос, Эмель? Но ты же сказала, что ты от Ферита ничего не ждешь, Суде. Почему тебя так волнует то, что Ферит и Ясемин поженятся? Поженятся? Да. Не переживай, мы тебе отправим приглашение. Ждать все равно недолго. Свадьба завтра. Я попрошу у тебя кое-что. Можешь поискать информацию на имейле Ферита Карахана? Может, у вас есть что-то? Пойдет все, что угодно. Подозрительная ситуация, донос, незаконченное расследование, все пойдет. Хорошо, спасибо, увидимся. Жду вестей. Илчин, как дела? Ты прав, я знаю. Я отправлю тебе информацию о фирме Эмель Карахан. Сможешь поискать? Может, фирма нарушала как-то закон? Посмотри там. Это личное, потом поговорим. Я жду вестей. Я расскажу Ясемин, что беременна. Почему ты думаешь, что она не знает? Если бы она знала, она бы не приняла Ферита. Ты думаешь, я не сказала это, Ясемин? Думаешь, я могла так рискнуть?
Ты пытаешься меня выставить. Ты же не думала, что я позволю тебе меня шантажировать? Не так ли? Решение твое. Если ты хочешь родить ребенка от женатого человека, прошу, рожай. Но от Ферита ты ничего не получишь. Знай, я отдала Фериту Ясемин, а он мне отдал свои акции. Ферит живет за мой счет, как понимаешь. Я тоже кое-что знаю, не забывай. Я тебя прикончу. Смотри, Суде. Тебе выгодно быть моим другом. Но если ты выберешь быть моим врагом, тебе нужно смириться с последствиями. У меня такое предложение. Сделай аборт. Расскажи мне все, что ты знаешь о дочери Мехмета, а я помогу тебе открыть юридическую фирму. Тем более сейчас вам будет сложно работать с Мехметом. Ты тоже это знаешь. Моя будущая невестка сегодня придет на ужин. Поговорим о свадьбе. Ты подумай о моем предложении. Потом встретимся и поговорим. Увидимся. Сейчас иди и достань свой последний козырь, Суде. Меня беспокоит, что Шукран все еще замужем за тем типом, Хандат. А кого это не беспокоит, мама? Если она переживает, что ей будет некуда пойти и негде остаться, пусть она здесь остается. Это ее дом тоже. Мы ее примем. Мама, пусть будет доволен Аллах, ты меня успокоила. Конечно, я скажу. Я посмотрю, мама. Госпожа Суде, я могу зайти? Мне нужно с вами поговорить. Конечно, прошу. Прошу. Вы удивлены меня здесь видеть, конечно. Но и я тоже удивлена. Но я была вынуждена. Я пришла вас предупредить. О чем? Ясемин должна держаться подальше от Ферита, госпожа Хандан. Это уже давно кончено, у них нет отношений. Вы не знаете, видимо. Они снова вместе. Это невозможно, вам сказали неправду. Ферит пришел в офис. Они ушли, держась за руки. Невозможно. Сегодня у них будет ужин дома у Эмель. Будут говорить о свадьбе. Смотрите, госпожа Суде, я не знаю, какую игру вы затеяли, но я не верю ни единому вашему слову. Где ты, дочка? Я в офисе, мамочка. Поздно приду, вы не переживайте. Госпожа Суде в последний момент поручила кое-что. Госпожа Суде рядом? Конечно, она рядом. Мы вместе останемся. Меня подвезут, не переживай. Я поняла. Почему ты соврала? Ты еще спрашиваешь? А сколько ты будешь еще скрывать?
Ты хочешь, чтобы что-то произошло, Ферит? Нет, любимая. Но я думаю о тебе. Завтра ведь у нас свадьба. Чем раньше ты скажешь, тем лучше. Эмель очень опасна, госпожа Хандан. Вам нужно помешать свадьбе Ясемин и Ферита. Я знаю, насколько опасна Эмель, не переживайте. Поверьте, вы еще многого не знаете о ней. Защитите свою дочь от нее. Ясемин так не поступит. Очевидно, это недоразумение. Если хотите, поедем вместе к Эмель. Увидите своими глазами. Эмель хочет их поженить. Но не позвольте этому случиться. Спасибо, я сама поеду. Не нужно меня провожать. Доброго вечера. Что случилось? Ты побледнела. Плохие новости. Очень плохие, мама. Мне нужно позвонить Мехмету. Добро пожаловать. Никого нет рядом, не играйте роль. Не глупите. Ясемин, будет лучше, если ты примешь ситуацию. Не заставляй меня все время тебе угрожать. Anne, gerginlik istemiyorum. Sakin bir akşam yemeği olsun. Тогда скажи это не мне, а Ясемин. Я вполне спокойна. Я не хочу ссор, сказал. Я вижу все, что происходит. Пусть будет спокойный ужин. Вы разве не проголодались? Давайте сядем за стол. Господин Чинар не окажет нам честь этим вечером? Он поздно придет. Это же отель, да? Если хочешь, я позвоню и скажу, что сестра ждет на ужин. Папа, Слушаю, Хандан. Стой, стой, спокойно. как мне успокоиться, Мехмед? Очевидно, что ее заставляют там быть. Моя дочь не соврала бы мне, если бы не была вынуждена. Не пошла бы на этот ужин. Что она там делает? Я тоже сейчас туда поеду. Позвони в полицию. Поедем и заберем оттуда мою дочь, прошу. Ладно, Хандан, можешь успокоиться? Подожди меня, вместе поедем. Не поезжай одна, я еду, хорошо? Хорошо, но поторопись. Увидимся. Папа, что случилось? Ничего страшного, дочка. Госпожа Хандан нуждается во мне, поеду туда. Ничего плохого не случилось же? Нет, ничего. Давай. Щуко! Если ты хочешь, чтобы я умер от голода, ты прекрасно справляешься. Где ты? Наконец-то. Что ты делала сегодня? Ничего, обычные вещи.
Хандан больше не посмотрит мне в лицо. Они не правы? Что бы я сделал? Что бы я сделал? Он пришел ко мне и просил отомстить за отца. Я сказал, что сделаю, предоставь это мне, сказал. Он меня не послушал. Что мне нужно было еще делать? Мне одно очень интересно, Яшар. Мы не верим в то, что ты говоришь. Ты сам веришь в то, что говоришь? Интересно. Что ты говоришь? Что? Я что, вру, по-твоему? Что ты делаешь? Ты пытаешься меня уколоть? Что ты делаешь? Яшар, может, у тебя зависимость от лжи? Может, ты теряешь сознание, если не врешь в течение дня? Ты мне голову выносишь. Правда, ты мне голову выносишь. Лучше воды принеси вместо этого. У меня желудок болит. Вставай же. Суда сказала, что мы много всего не знаем об Эмель. Что она могла иметь в виду, Мехмед? Не знаю. Я поспрашиваю у Суде. Попытаюсь узнать, что такого она знает, чего не знаем мы. Мехмед, я знаю свою дочь. Ясемин не пойдет туда по собственному желанию. У меня в голове не укладывается. За этим обязательно что-то кроется. Сказала, что они будут обсуждать детали бракосочетания. О какой свадьбе они будут говорить? Я сойду с ума. Можешь немного успокоиться? Узнаем, что да как. Успокойся. Почему ты так спокоен, Мехмед? Прошу, пожалуйста. Ты знаешь чего-то, чего не знаю я? Я доверяю Ясемин. Знаю, что она не сделает ничего неправильного. Наверное, поэтому я и спокоен. Почему ты ничего не ешь? Или эта еда не похожа на ту, которую ты привыкла у себя дома? Да, конечно. Показалось немного странным, потому что мы дома едим только фасоль и суп тархана. Откуда мне знать, что вы едите, Ясемин? Уж какие традиционные блюда вам там мама готовит? Мама. Может, хватит? Упрекаешь Ясемин с того момента, как мы пришли. Хватит. Я думаю, проведем бракосочетание здесь, дома. Небольшая простая церемония. Твоя мама не придет, не так ли? Разве может быть такое? Я пойду и лично уговорю тетю Хандан. Она меня любит, не обидит. Придет обязательно. Обязательно. Все знают, что твоя мама сделала Рюзгару. И про отвратительные отношения твоей мамы и твоего папы тоже все знают. Кого и на что ты собираешься уговаривать, Ферид? Мне правда интересно. Пожалуйста, заметьте, что я не принимаю данное обвинение. Я всего лишь показала Рюзгару видео. Все остальное — изобретательность твоего брата. Да, конечно. И ваш человек там был по случайности, не так ли? Он по случайности заснял видео. Конечно, я немного подтолкнула на это, дорогая. Если оставить все на Рюзгара, он бы застрелил Мехмета, а потом сел бы в тюрьму. В какой-то степени твой брат должен мне за свою свободу. Можем так сказать? Думаю, вполне можем. Да, и давайте не будем забывать, что я архитектор этих прекрасных отношений. Держи, Серхат. Он выпил снотворное, которое ты дал. До утра не проснется. Ключи у тебя. Делай с машиной Хорошо. все, что хочешь. Хорошо, сестра, остальное на мне. Хорошо. Ясемин!
Ты сообщила маме? Да. Потому что я обожаю твою маму, без нее еда не полезет. Сообщила, чтобы и она пришла. И я не говорил, честно. Ясемин, посмотрим на твой актерский талант. Сцена твоя. Пришла со своим адвокатом, погляди только. Ясемин, ты в порядке, моя единственная? Что с тобой сделали? Ну и ну, что мы можем сделать с твоей дочерью? Сидим и вместе ужинаем. Если вы тоже голодны, прошу, немедленно скажу, поставят тарелку. Дочка, что же ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь с этими людьми? Ешь? Почему ты солгала мне? Отвечай. Мамочка, давай поговорим дома, чтобы не напрягать обстановку. Чтобы не напрягать? Я создаю напряженную обстановку? Ясемин, я задала тебе вопрос, отвечай. Да, Ясемин. Смотри, мы все голодные, ждем, ответь же маме. Посмотри на меня. Одного твоего слова достаточно. Сразу позвоним в полицию, хорошо? Тебе угрожают? Мамочка, нет, никто мне не угрожает. Я пришла по собственному желанию. Ясемин, не лги, я знаю тебя. Тетя Хандан, вы задаете вопросы, в то же время недовольны ответом. Я у тебя спрашиваю. Я с дочерью разговариваю. А ты почему пришел, Мехмед? Мы подумали, что вы забрали Ясемин силой. Мамочка, мы с Феридом поженимся. Что ты говоришь, Ясемин? Скажи правду, тебя заставляют это делать, дитя мое? Тебе угрожают? Нет, мамочка, никто меня не принуждает. Разве может быть такое? Такое невозможно, Ясемин. Ты не сделала бы такое. Они явно заставляют. Они точно угрожали. Ну и ну. Заладила со своей угрозой. Мамочка, давай пойдем лучше. Нет смысла оставаться здесь еще дольше. Клянусь, я вас убью, прикончу вас. Я не отдам вам дочь на съедение, поняли? Если вы шантажируете моего ребенка, на этот раз я убью вас собственными руками. Клянусь. Я уже сыта по горло вашими поступками. Хандан, они не понимают слов, не расстраивай себя. Давай пойдем. Хандан, никто не держит здесь твою дочь насильно. Мой сын снова завоевал сердце твоей дочери. Я тоже не в восторге от твоей дочки, скажу открыто, но мой сын ее полюбил. Что мне поделать? Я терплю. Любимые, если хотите, я подвезу вас. Заодно обговорим по пути детали бракосочетания. Твоя мама, ты и я. Я с ума сойду, клянусь, что тут происходит, я не понимаю. Сынок, о чем ты говоришь? Ты с другой планеты свалился? О чем мы тут разговариваем? Хандан, прошу, пойдем уже. Вам такое не подходит, тетя Хандан. Все-таки нам надо будет смотреть друг другу в лицо, не так ли? В спокойствии есть польза. Прошу тебя, пойдем. Возьмем Ясемин и пойдем. Ты сообщила тете Хандан. Я не сообщала. Но я прекрасно знаю, кто сообщил и какие у него намерения. Смотри, я хочу, чтобы у нас с Ясемин был спокойный брак. Поэтому я хочу, чтобы ты не ругалась с ней, ни с ее семьей. Договорились? Договорились. Договорились. Ясемин, скажи мне, что это были за глупости? Что происходит, дочка? Мамочка, давай пойдем домой, нельзя так посреди дороги. У меня до сих пор все трясется, что ты говоришь? Какие у тебя могут быть дела с этими людьми? Обязательно должно быть какое-то объяснение. Хандан, Ясемин права, давай. Тогда ты скажи, Мехмед, что это была за глупость?
Мне вести себя так, будто ничего не произошло? Ясемин, можешь сесть в машину, пожалуйста? Хандан, давай сначала поймем, что происходит. Мы не можем решить это дело, пока не поймем, что у Ясемин на уме. Можешь немного успокоиться? Хорошо. Я буду спокойна. Но я уверена, что у этой женщины на руках точно что-то есть. Кто знает что. Но на этот раз я не сделаю шаг назад, Мехмед. Доброй ночи, сестра. Будь осторожна. Не смей завтра садиться в эту машину. Пусть Аллах будет тобой доволен, Серхат. Ты меня не видела этой ночью. И я тебя не видел. Будь доверена Аллаху. И ты. Спасибо. Развестись с тобой будет недостаточно, Яшар. Этот мир нужно избавить от тебя. Иди в гостиную. Мамочка, мы можем поговорить наедине? Нет. Разве я не сказала, что в этом доме никто ни от кого не будет ничего скрывать? Сейчас мы все сядем и открыто поговорим, хорошо? Что происходит, Хандан? Я так волнуюсь, что происходит? Что, мама? Я забрала Ясемин из дома Эмель и приехала. Они сидели и вместе ужинали. Случилось что-то связанное со мной, сестра? Нет, брат, с тобой не связано, ни с кем не связано, хорошо? Я пошла туда по собственному желанию. Почему, Ясемин? Скажи, дочка, почему? Потому что я выйду за Ферита, мама. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Я не позволю тебе навредить нам, Суде. Не позволю. Ясемин, смотри. Перестань уже врать, дочка. Хорошо? Потому что я не верю. Скажи правду, наконец. Тебе угрожают, дочка? Мама, мне не угрожают, я же сказала. Я выйду за Ферита по собственному желанию. Yani abla çok saçma değil mi bu? Потому что я должна отомстить за то, что они заставили нас пережить. Что ты говоришь? О какой мести ты говоришь? Я тебя не понимаю. Ты отомстишь, выйдя за Ферита? Как это глупо, испортив себе жизнь? Мама, зачем мне портить себе жизнь? Ферит и так сильно влюблен в меня. Он всю неделю отправлял цветы, чтобы добиться моего прощения. Ты повелась на 2 цветка, что ли? Ты выходишь за сына этой женщины из-за этого? Я не понимаю. Ясемин, я не позволю. Поняла? Только через мой труп. Я не разрешаю. Мама, я совершеннолетний человек, ты же знаешь. Выйду за кого угодно и когда угодно.
несмотря на то, что потеряешь мать? Да. Если потребуется, несмотря на то, что потеряю тебя. Хватит! Хватит! Успокойтесь обе! Сначала поймем, что произошло. Смотри, эта семья перенесла столько мучений. Ты только не пережила. Сейчас не время грызть друг друга. Мама, судя по всему, Есимин не понимает, что эта семья пережила. Посмотри только. Она пытается выйти за сына этой женщины. Хочет отомстить. Лучше пусть им сойдет с рук, мама. У этого не должно быть никакой расплаты. Пусть не будет, Есимин. Разве я тебя на улице нашла? Я тебя на улице нашла, что выдам за этого человека. Оставь, пусть делают, что хотят. Кроме того, я не понимаю. Смотри, Есимин, как ты хочешь отомстить? Скажи мне ради Аллаха, как можно отомстить, выйдя замуж? Наверняка они допустили какой-то косяк. Наверняка есть какой-то грязный поступок. Есимин, смотри. Знаешь, как мы отомстим им, моя единственная? Держась вместе, держа нашу семью вместе. Поняла? Вот так отомстим. Отомстим, показав, что мы не падаем ни при каких условиях. Хорошо, дитя мое? Что значит выходить замуж за сына женщины, чтобы узнать ее грязные поступки? Мама, я приняла решение. Этот брак будет заключен. Ты не выйдешь за этого парня. Услышала? Я не разрешаю. Не выйдешь. Если выйдешь, забудь меня. Потому что я тебя забуду, Есимин. Отныне у тебя нет матери, знай. Хан! Да накажет тебя Всевышний, Джеляль. И тебя пусть накажет Эмель. Пусть вас обоих накажет. Вы тоже так думаете? Ты мне лучше скажи, за этим делом что-то есть? Нет, бабушка. Разве я бы не сказала, если бы было? Я много думала. Мы не можем позволить им остаться безнаказанными. Оставь, оставь, пусть их Всевышний накажет. Твоя мама права, оно того не стоит. Это не стоит того, чтобы ты сожгла всю свою жизнь, дочка. Abla. Можешь поклясться, что это не связано со мной? Клянусь, нет. Правда, нет. Ты отказала ему даже когда у вас было все хорошо. Откуда сейчас взялся этот брак? Сестренка, я выйду за Ферита не потому, что его люблю, а потому что хочу отомстить той женщине. Это не одно и то же. Сестра, ты ничего не выиграешь, но можешь многое потерять. Давай, откажись. Иди в комнату, послушайся маму, прошу. Чтобы ты отомстила, мама постоянно будет возиться с этой женщиной. Что это за план такой? Дефне, все, хватит. Хорошо, я уже приняла свое решение. Ладно? Я выйду за Ферита. Мехмед? Я могу войти? Конечно, проходи. Я делала себе кофе, ты будешь? Ты сегодня ездила к Хандан. А я-то думаю, вроде не праздник, чего Мехмед пришел? Сколько раз за 6 лет я тебя звала, ты ни разу не пришел. Вы говорили про Эмеля. Ты сказала, что она многое не знает про прошлое этой женщины. Что ты знаешь, Суде?
Чего мы не знаем о ее прошлом? Расскажи. Дай мне что-то на нее. Я ничего не знаю, Мехмед. Ты врешь. А ты перебарщиваешь. Почему ты тогда пошла к Хандан? Зачем предупреждала ее об Эмиле? Зачем отправила домой? Потому что я не хочу, чтобы они с Есимин поженились. Потому что я беременна от Ферита. Хотела, чтобы не забыли про меня только потому, что он женился на Есимин. Это был мой последний козырь, я его разыграла. Это ты мне скажи. Если Есимин знает, что я беременна, почему она хочет выйти за Ферита? Что есть на руках Эмель, чтобы принудить девушку к этому? Не знаю. Мне нужна твоя помощь, Суде. Расскажи, что знаешь об Эмель, прошу. Я знаю, что ключ от этой клетки у тебя. Прошу, расскажи. Хорошо спала, дочка? Да, бабушка, спасибо. Но я до самого утра не могла уснуть, Ясемин. Мамочка, говори, что хочешь, но я не передумаю. Я не за один день его приняла. Я все хорошо обдумала. Думала, правда? Если бы ты правда подумала, ты бы знала, как сильно меня это ранит. Мама, может, не будем затягивать с этим? Хочешь ты или нет, эта свадьба состоится. Хорошо, решение за тобой. Но если этот брак будет заключен, ты больше не увидишь моего лица, Ясемин. У тебя не будет матери, это мое последнее слово. Не делайте. Будьте умнее, вы что, не видите, что дети и я тоже очень расстроены? Я пойду, у меня есть дела. Что такое, Ферит? Куда-то едем? Да, покупать тебе самое красивое свадебное платье. Я не хочу платье, Ферит, не глупи. А я не хочу, чтобы ты через время жалела, что не надела свадебное платье, когда могла. Хочу, чтобы все было идеально на фото. Ради воспоминаний. Щуко! Что? Девочка, ты чего не позвала меня на место? Все тело ломит. Я столько раз говорила, ты ведь не слышал. Сказал, будешь смотреть телевизор и Ты уснул. даже не додумалась меня накрыть. Какая ты заботливая. Я ничего не помню. Ну, конечно, так уставая. Я с утра до вечера работаю, словно ишак.
Да, Яшар, конечно. Приготовить завтрак, налить чай. Налей, налей. Не буду уходить голодным. Говорят, что завтрак – главный прием пищи. Девочка, вместо того, чтобы так стоять, подвигайся тоже. Купить тебе шар, до пилотеса который. Встанешь на него и будешь бегать по району. Но с твоим весом ты его лопнешь, конечно. Ладно. Кому я говорю, кому я говорю. Дай же телефон. Дай, зачем смотришь? Кто это с утра пораньше? Написано Абдуллах. Дай мне. Алло. Алло, что такое? У ребенка температура. Отвези нас в больницу быстрее. Я завтракаю. Подожди немного. Я говорю, что у ребенка температура, а ты думаешь об яичнице, Яшар. Хорошо, хорошо. Почему ты говорил тут, Яшар? Кто такой Хамдуллах? Хамдуллах, мать моего ребенка. Чтобы ты не понимала, я записал как Хамдуллах. Понятно, хорошо, расслабилась, успокоилась, ты в порядке? Тебе лишь бы издеваться. Делай, что хочешь. Что ты делаешь, Шуко? Ты еще воду мне вслед пролей. Я не навсегда уезжаю. Скоро вернусь все-таки домой. Хотела проводить тебя. Да заходи уже, заходи. Провожает, видите ли. Каждый день новые традиции. Уходи. И лучше не возвращайся, Яшар. Передай досье на подписи, Люля, и проследи потом, что вы подписали. Надеюсь, ты что-то нашел. Я не уверен, но может это как-то поможет. Эй, Люль, ты иди в офис, я тоже приду. Хорошо. 5 лет назад Ферид Карахан был подозреваемым в деле о пропаже человека. Имя пропавшей – Айше Кючукефи. Как она была связана с Феритом? Она была его девушкой, по крайней мере, на словах. Но девушку нашли. По бумагам она все еще считается пропавшей. Прокуратура приняла решение не возбуждать дело. По бумагам, помощником судьи числится наша Суде Караджа. Ты ее знаешь? Она уволилась из суда и начала работать в моей компании. Тогда она знает детали дела лучше нас. Спасибо, ты сделал для меня большое дело. Спасибо. Как-нибудь посидим вместе и поговорим, хорошо? Хорошо, мне сейчас идти надо. Чинар, какие бы у тебя ни были дела, бросай. Приезжай в офис, есть важные вещи, о которых надо поговорить. Давай, сынок, я жду. Где ты был, Яшар? Как ты переживаешь, женщина? Как переживаешь? Заставляешь торопиться. Это ребенок. И болеть будет, и температура будет подниматься. Что мне делать? Я запаниковала. Только так и можете. У меня тоже машина есть, я не могу телепортироваться. Дочка, моя Асья, моя девочка. Папа,
Свет моих очей. Идем, идем. Цветочек папин. Давай одеяло. Давай. Аллах, Аллах, что происходит? Сбавь скорость, Яшар. Меня тошнит. Дочка, Сбавь я не могу скорость, сбавить, Яшар. тормоза не работают. Яшар, сбавь скорость. Я не могу сбавить скорость, я очень тормоза не боюсь. работают. Дочка, успокойся. Мы врежемся. Яшар, Держи сбавь девочку. скорость. Что мне делать? Пожалуйста, сбавь Что скорость, мне прошу. делать? Итак, Хандан, вы позвали меня сюда, сказав, что есть что рассказать, а теперь молчите. Да, молчим, сестра, потому что пытаемся найти легкий путь рассказать, но очевидно его нет. Хорошо, говорите прямо тогда, не пытайтесь смягчить. Хорошо. Есть ведь Асья, сестра. Да, племянница Айтен. Это Асья. Оказывается, дочка Яшара, сестра. Разве возможно такое? Глупость. Смотри, Шукран. Клянусь, моя сестра не знала, что Яшар женат. Она узнала случайно, когда Асье исполнилось 2 года. Хамдулах, мать моего ребенка. Чтобы ты поняла, я записал как Хамдулах. Понятно, хорошо. Расслабилась, успокоилась. Значит, это была правда. Что? Хандан, когда ты узнала об этом? Вчера узнала, сестра. Я тоже была шокирована. Правда. Я позвонила тебе, чтобы поговорить, но ты сказала, что занята. Я решила поговорить сегодня. Шукран. Поверь, мне очень жаль. Но ты знаешь, какой Яшар человек. Что он вытворял? Смотри, моя сестра жертва. Поверь мне. Знаю, разве могу не знать? Лучше всех я знаю. Сестра, ты в порядке? Машина. Что? Серхат. Сестра, что ты говоришь? Что случилось? Куда она идет? Кажется, она в шоке. Странно разговаривает. Она тоже права, посмотри. Аллах, что ей делать? Яшар, ответь на телефон, Яшар! Ответь на телефон! Я сохраню тебя ради твоего ребенка, клянусь, Яшар, ответь, пожалуйста. Правда, сестра? Я посмотрю. Что случилось? Позвоните Позвоните в в скорую. Звоните в полицию, госпожа. Звоните в Госпожа, полицию. ответьте. В скорую, Скорую звоните. вызывайте, в скорую звоните. Госпожа, вы в порядке? Срочно скорую. Здесь есть ребенок. Госпожа, вы в порядке? Нужна скорая, срочно. Аллах. Сестра, ты в порядке? Пугаешь меня? Хандан, я не в порядке. Я сделала кое-что очень страшное. Что? Если бы я знала, что у этого пса есть ребенок, разве сделала бы? Я не знала. Я сделала кое-что плохое. Если бы я знала, что у него есть ребенок, разве сделала бы? Сестра, сделай вдох. Все. Не знала. Хорошо. И тебе здравствуй, Мехмед. Это что? Это ты скажешь. Старое дело. Со времен, когда я была помощницей прокурора. Не поняла, что ты пытаешься сказать? Ты помогла закрыть это дело. Что, прости? Ты понимаешь, что говоришь? Эмиль Карахан связана с пропажей этой девушки? Принято решение не вести это дело. Если бы нужно было, начали бы судебный процесс, не так ли? Если кто-то не прикрывал, то да, начали бы. Что ты пытаешься сказать? Скажи открыто. Я думаю, ты врешь, сударь.
Смотри, я не оставлю это дело. Все свои возможности использую, раскрою судьбу этой девушки. Пока далеко не зашло, скажи правду. Что Эмиль сделал этой девушке? Я не могу больше работать здесь в таких условиях. Кажется, наши отношения невозвратно испорчены. Мне кажется, ты не осознаешь, в чем обвиняешь меня. С меня все. Я увольняюсь. Я не позволю тебе так сбежать. Ты обязана объясниться. Я не обязана тебе ничего объяснять, Мехмед. Сюда! Это было грязное расследование. Ты брала деньги у Эмиль? Отпусти мою руку, Я Мехмед. хочу от тебя правду. Просто правду. Смотрите, вы все здесь сейчас свидетели. Я подвергаюсь физическому насилию со стороны начальника. Если со мной что-то случится, Мехмед Муслуоглу будет виноват. Отпусти меня, Мехмед. Ты так легко не отделаешься. Суде. Из-за этого ты ушла из прокуратуры? Мехмед, ты не понимаешь, что говоришь. Значит, это ваш с Эмиль секрет. Ты взяла деньги у Эмиль? Ты защищала эту женщину? Вы скрыли улики? Позор тебе, Мехмед. Суде. Ты расскажешь мне все. Ты не можешь так сбегать. Что случилось с Айше Кючу-кафе? Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.com. Мехмед, оставь меня в покое. Суде. Ты расскажешь мне всю правду сейчас. Я не позволю тебе так уйти. Ты не сможешь так легко ускользнуть. Расскажешь мне все, всю правду. Что Эмиль сделала с той девушкой? Я сказала, что не знаю, Мехмед. Оставь в покое, я не Что знаю. случилось с Айше? Мехмед, прошу, оставь меня в покое, дай уйти. Я тебя защищу. Если совершил ошибку, помогу. Но ты обязана рассказать мне всю правду. Как связана Эмиль с этим делом? Расскажи мне. Как Эмиль связана с этим делом? Мехмед, прошу, оставь меня в покое. Сюда! Эй, Люль, что здесь происходит? Где папа? Они очень поругались, Суде Чинар. Крики слышны даже здесь. Где они сейчас? Скорую! Вызовите скорую быстро! Чинар! Скорую! Папа, что происходит? Сюда. 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 Вы вызвали скорую? Звоню. Все. Скорая едет сюда. Все. Скорая сейчас приедет. Скорая сейчас приедет. Кто сделал тебе фингал под глазом? Ты бы еще видела тех 4. Они вынуждены есть через трубку 2 недели. 4, говоришь? Может быть и 5. В какой-то момент перестаешь считать, Бириджик. Просто бьешь всех, кого видишь. Во мне есть инстинкт уничтожения, от которого я не могу избавиться. Стой. Подожди. Это откуда взялось? Стой, не двигайся. Я купила в аптеке. Полегче стало немного? Помогло? Не крем помогает. Твои прекрасные пальцы. Не говори глупости. Тогда мне нельзя открывать рот? Ладно. Помогло? Полегче стало немного? Помогло. Что случилось? Я побежала. Куда ты? Мы вчера встретились с Атешем. Шутишь? Я серьезно. Он отвел меня в заведение, где готовят печень. Очень бедно, любимая. Мне понравилось. Очень повеселилась. Кто позвонил, он или ты позвонила? Я позвонила. Почему ты звонишь? Про тебя говорить будут. Тебе надо быть сложнее, сложнее. Ты сегодня видела Атеша? Пойдем в столовую, и ты увидишь. Спасибо за кофе. Пожалуйста.
приходили аж печень поесть. Почему так получилось? Алло. Слушаю. Авария? Какая больница? Поняла. Хорошо. Моя сестра попала в аварию. Из больницы позвонили. Яшар Демир перенес аварию. Где Яшар Демир? Мюнивер Акбаш. Моя сестра, она тоже перенесла аварию. Где она? Вы близкие Яшара Демира? Да, он умер. Яшар Демир и маленькая девочка в реанимации. Он не один был в машине. Несмотря на все наши старания, Мюнивер Акбаш, которая была в машине, мы ее потеряли. Что? Как? Сестра? Мюнивер! Нет, нет! Сестра! Сестра, нет! Шукран, что ты сделала? Сестра! Сестра, нет! Папа, что случилось? Мехмед Муслуаглу? Да, это я. Вы беретесь под стражу за то, что столкнули Суде Караджу. Чинар. Очень важно для Есимин, чтобы Суде пришла в себя и рассказала все. Что это значит, папа? Как Суде и Есимин связаны? Пожалуйста, не создавайте трудности. Нам нужно задержать вас, хорошо. Папа, я тоже иду с тобой. Нет, ты остаешься тут. Не будешь спускать глаз Суде. И не позволишь, чтобы кто-то с ней увиделся до тебя, хорошо? Папа, что происходит, ты не расскажешь? Спасение Есимин зависит от слов Суде. Суде все знает. Что это значит, папа? Что Суде знает? Всю информацию, что уничтожит Эмель. Не переживай, папа, я займусь Суде. Потом сразу приеду к тебе. Не переживай за то, что здесь, папа. Сестра, давай я тоже приеду, буду рядом. Что я здесь буду делать? Я серьезно говорю. Хорошо, сестра, как хочешь. Я хотела быть рядом, ты заставляешь меня переживать. Позвони, хорошо? Давай увидимся. К добру ли, дочка? Что случилось? Мама, Яшар попал в аварию. Сестра поехала в больницу. Я все думаю о ней. Пусть Аллах простит, но... Совсем не хочется говорить этому человеку, пусть останется в прошлом. А после того, что он сделал Рюзгару... Верно говоришь, мама. Если бы не моя сестра... Я знаю, что с ним делать, но не получается, мама. Сестра стоит между нами. Я возьму. Держи. Хандан, я приготовила тебе еду. Принесла, вот. Здоровья твоим рукам, мамочка. Утрудила тебя. Ты будешь есть? Ты голодна? Голодна, клянусь. Не ела. Сказала себе, что вместе с Хандан поедим. Когда одна, еда невкусная совсем. Совсем одна, весь день дома. Хорошо, мамочка, я все сделаю, ты садись. Hadi otur anne sen. Ben ısıtır gelirim şimdi.
Мама, здоровья твоим рукам, правда, очень вкусно получилось. Приятного аппетита, дочка. Как магазин, есть клиенты. Слава Всевышнему, мама. То есть магазин пока что спасает себя. Конечно, приход старых клиентов занимает время, эти дела такие. Откроется, дочка, откроется. Дай Аллах. Посмотрим. Какая ты бесстыжая. Не стыдясь, пришла. Спокойно. Я здесь не собираюсь оставаться. Сегодня вечером в нашем доме мы проведем церемонию бракосочетания. Я пришла сообщить об этом. Да пропади пропадом твоя церемония и свадьба. Очень некрасиво, Хандан. Этот гнев вызван тем, что Ясемин не шила у тебя свадебное платье. У девушки не было времени, все было в большой спешке. Терпение. Терпение, дочка. Не слушай ее. Оставь. Пусть она просит прощения. Пусть просит прощения. Я подумала, что мама захочет быть рядом со своей дочкой в самый счастливый день ее жизни. Но, видимо, я ошиблась. Ну ладно, я, будучи сватей, выполнила свое задание. С этого момента все на вас. Давай, иди. Пока, тетя Неджмия. Мама, ты видишь ее вид и поведение? Можешь посмотреть на ее вид ради Аллаха? Ты знаешь, сколько времени я уже переживаю это? С момента смерти Джаляли эта женщина вот так преследует меня. Ты знаешь, какой это по счету ее приход в магазин? У этой женщины совсем нет стыда. То есть она пришла до моего дома, зашла до моей комнаты, даже на мою кровать глаз положила. Мы здесь переспали, видите ли. Еще не пойми, что сделали. Когда бы она ни позвала Джаляли, он всегда бежал к ней. Она украла мой брак. А сейчас пытаются украсть мою дочь. Мама, прости. Мама, это вылетело изо рта, я не специально. Я правда не такая, ты же знаешь меня. Прости меня, пожалуйста. Нет, дочка, нет. Ты права. Ты даже мало сказала. И я хочу, чтобы ты простила меня. Я очень сильно обидела тебя, не зная о ситуации. Но сейчас я попрошу еще кое-что, Хандан. Ты не будешь оставлять Ясемин одну. Мама, что ты говоришь? Мне стать сватями с этой женщиной? Устроить этот позор вместе с ней? Нет, нет, не так. Допустим, ты абсолютно права. Ясемин совершила очень большую ошибку. Но в этой ситуации тебе еще больше надо быть рядом с ней. Если ты отвернешься от нее, то эти пересмешки вот так разорвут ее. Хандан, если ты обвяжешь свое сердце камнем, то будешь рядом со своим ребенком, дочка. Послушай, это то, что подобает тебе, и то, что ты должна сделать. Любимая, давай. Ты еще ни одного свадебного платья не примерила. Я готова. Этот город еще никогда не видел такой красивой невесты. Ты очень красивая. Тебе не понравилось? Хорошо, тогда сразу что-то другое примерим. Главное, чтобы ты была счастлива. Без разницы, Ферит. Купим одно и уйдем. Нет необходимости тратить еще больше времени. Ясемин, послушай, мы уже год вместе. Я сделал тебе предложение выйти за меня замуж, и ты согласилась. Я все еще тот же мужчина. Нет. Когда я смотрю на тебя, то вижу только твою маму. Ты не тот прекрасный мужчина, которого я знала. Не обманывай себя зря. Виновник того, что мы пережили, это не я. Почему мы расплачиваемся за ошибки наших родителей? Я отказываюсь от этого. Послушай, ты увидишь.
Я сделаю так, что ты забудешь все плохие моменты. Только будь рядом со мной, только верь мне. Все наладится. Я обещаю тебе. Мехмед Муслуоглу. Он даст показания о суде Караджа. Прошу, садитесь. Спасибо. Как произошло происшествие? Суде Караджа многие годы была моим помощником. Чинар, я пыталась прийти так быстро, насколько могла. Эйлюль, я прошу, чтобы ты осталась здесь. Следи за состоянием Суде, хорошо? Я думаю о папе, мне надо поехать к нему в участок. Хорошо, ты поезжай, созвонимся. Что именно произошло между папой и Суде? Госпожа Суды при всех нас посреди фирмы кричала о том, что столкнулась с физическим принуждением со стороны господина Мехмета. И еще она сказала, что если с ней что-то случится, то виновник этого Мехмет Муслуоглу. Не своди глаз с этой женщины, хорошо? Я хочу знать, кто придет увидеться с ней и кто навестит ее. Хорошо, хорошо, я поняла. Ты иди. Спасибо. Я поговорил с парикмахерами. Они тоже в пути, единственная моя. Проходи. Интересно, кто-то придет с вашей стороны? Смотри, я послушал тебя и даже не говорил с твоей мамой. Ну, конечно, я хочу, чтобы они были свидетелями нашего дня. Хотя, по правде, будет снято видео и так далее, но это не одно и то же. Кстати, хочешь увидеть, что находится наверху, место, которое я обустроил для нас? Посмотри. Кстати, я сообщил и твоим друзьям из фирмы. Может, кто-то захочет прийти? Что такое? Я Чинар Муслуоглу, сын Мехмета Муслуоглу. Я пришел увидеться с папой. Прошу. У вас есть 5 минут. Чинар, папа. Сынок, разве я не говорил тебе оставаться в суде? Я оставил возле нее Эйлюль. Я строго предупредил ее, не переживай. Она умная девушка, ничто не пройдет мимо ее глаз. Я переживал за тебя, папа. Сынок, ничего страшного нет, это стандартно. То есть, когда Суде придет в себя и все расскажет, я выйду. Я даже не знаю, что для тебя хуже, если Суде придет в себя или нет. Нет ничего, что было бы сделано намеренно. То есть, когда она проснется, то скажет то же самое. Эйлюль рассказала о криках в фирме.
Я думаю, что Суде может дать не те показания, о которых ты говоришь. Я думаю, что у этой женщины другие планы. Эта ситуация серьезнее, чем мы думаем. Забудь, сынок. В тот момент будем думать об этом, оставь. Я, чтобы жениться на Ясемин, передал тебе все свои акции в фирме, мама. Мы все в жизни делаем выборы, сынок. Я не сожалею о своем выборе. Ну, хорошо. Тогда нет проблем. Но я и недоволен твоим поведением с Ясемин. Что я могу еще сделать для Ясемин? Я открыла ей двери своего дома и сердца. Я не хочу держать в заложниках Ясемин. Я хочу заново завоевать ее сердце. Браво! Но если ты будешь так относиться, это будет невозможно. Я очень прошу тебя, относись хорошо к Ясемин. Откажись от своих острых высказываний. Прошу. Вы даже еще не расписались, а ты уже на ее стороне. Жаль. Ты расскажешь мне, что произошло? У Эмиль есть запись, как Рюзгар в меня стрелял. И я предполагал. Они шантажируют Ясемин, не так ли? Они не должны понять, что ты знаешь, иначе жизнь Рюзгара разрушится. Ясемин тебя никогда не простит. Оставайся хладнокровным. Я в курсе, папа. Я не могу впутываться в дела, пока ты здесь. Нужно, чтобы кто-то решал дела снаружи. Айше Кичукафе – это имя важно. Одна из бывших девушек Ферита. Она внезапно пропала. Эмиль Карахан точно имеет к этому отношение. Интересно то, что помощник прокурора в этом деле наша Суде. Какие отношения? Не упускай ни одну зацепку. Попытайся добраться до всех и до семьи девушки. Не переживай, я займусь этим. Кстати, сегодня у Ясемин свадьба. Ты пойдешь? Ясемин, это я. Открой дверь. Ферит, я хочу остаться одна. Бедная моя. Ты волнуешься, да? Хорошо. Я сообщу, когда придет парикмахер. А ты пока отдыхай. Ты тоже права. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Ясемин, ты слышала, что произошло? Что случилось, Илюль? Тебе хватает своих беспокойств, но я не могу не позвонить. Что случилось? Господина Мехмета взяли под стражу. Госпожа Суде сейчас в больнице. Что? Алло. Чинар, я сейчас говорила с Эйлюль. Что случилось с господином Мехметом? Он в порядке? Папа мне все рассказал, Ясемин. Я не оставлю тебя этим людям. Доверься мне, хорошо? Чинар, я хотела прийти. Я вышла из дома, но... Ты береги себя, этого достаточно. Мы все решим, не переживай. Хорошо, хорошо. Не оставляй меня без вестей. Ясемин, с кем ты говоришь там? Я тебе потом позвоню, поговорим потом. Ясемин, открой дверь.
С кем ты говорила? Эйлюль звонила, чтобы поздравить. Дай мне телефон. Не глупи, это просто разговор. Ясемин, дай мне телефон. Я 2 дня бегаю ради тебя. Хочу, чтобы все было идеально. Стараюсь. А ты? Как только я поворачиваюсь, пытаешься что-то провернуть. А ну отдай мне телефон! Я ничего не проворачиваю, Ферит. В последний раз говорю. Отдай мне чертов телефон. Ты говорила с Чинаром? В день нашей свадьбы ты позвонила ему? Осталось 2 часа до свадьбы. Я ради тебя пожертвовал своим будущим, Ясемин. Своим будущим пожертвовал. Ты о каком будущем говоришь? Ты меня похитил. Ты мне угрожал. Ты заставил меня выйти за тебя. Ты о каком будущем говоришь? Чтобы мама не сдавала твоего брата, я отдал ей все свои акции. Ради тебя. Чтобы мы смогли пожениться. И чтобы твой брат не сел в тюрьму. Понимаешь? А теперь скажи, кто жертвует большим ради этого брака? Мехмед, я очень расстраиваюсь видеть тебя здесь, в то время как ты невиновен. Это пройдет. Не стоит расстраиваться. Не нужно было приходить. Я не могла не прийти. Я бы не успокоилась, пока не увидела тебя. Ты как? Говорила с Ясемин? Ты правда беспокоишься обо мне, когда ты в таком положении? А что со мной не так? Я не голоден и не на улице. Эмель приходила в ателье. Пригласила меня сегодня на церемонию. На ее наглость посмотри. Ты пойдешь? Не знаю. Я не знаю, что делать. Ясемин, моя дочь, моя душа. В любом случае, я должна быть рядом с ней, быть рядом. Но я не могу этого принять. Как Ясемин может с нами так поступить? Ладно, забудь сейчас про это. Ты в порядке? Тебе что-то нужно? Что я могу для тебя сделать? Ты только скажи. Ты ведь уже сделала. Пришла сюда.
Мамочка, Что? сестра теперь Сестра будет теперь жить будет там, жить мама. там, мама? Мы не будем ее видеть. Не знаю. Она сама бросила нас и ушла. Сама так хотела. Как сестра будет каждый день терпеть лицо этой женщины? Я не могу представить. А кто может? Она правда хочет отомстить. Иначе зачем ей терпеть такое? Она отказалась от нас. Взяла и ушла. А если это мы отказываемся от нее? Если это мы оставили ее одну, мама? Добро пожаловать. Я хочу кое-что сказать, пока мы не зашли. Я знаю, как это сложно для каждого из нас. Но ведь быть семьей значит, несмотря на все сложности, быть единым целым, не так ли? Мы тут ради вашей сестры. Не возитесь ни с кем другим внутри. Пусть только Есимин знает, что мы при любых условиях рядом с ней. Мы не пришли ругаться. Мы пришли показать Есимин свою любовь. Хорошо? Давайте пойдем. Иди. Почему ты без своего кавалера, Хандан? А, прости, забыла. Слышала новости. Говорят, его задержали. Если бы наш общий друг Суде не позвонила бы и не рассказала, я бы даже не узнала об этом в такой суматохе. Все будущее Мехмета теперь зависит от слов Суде, так что ли? Но Суде, которую я знаю, не бросит его в беде. Я тебя предупрежу. Кажется, ненадолго Мехмет сядет. Это если Суде придет в себя, конечно. Но если она, не дай Аллах, умрет, то лучше уже начинай забывать Мехмета, дорогая Хандан. Сейчас мне не интересны все твои слова. Но я с нетерпением буду ждать момента, когда ты один за одним ответишь за все свои поступки. Что ты говоришь? Мы теперь сваты, родственники. Разве могут быть такие разговоры? Как вы? Мама, о чем вы говорили? Неважно, сынок, не думай. Не стоит того, чтобы рассказывать. Комната невесты наверху. Мы пойдем к сестре? Пойдем. Добро пожаловать. Я очень рад вас тут видеть, тетя Хандан. Комната невесты тут. Она готовится. Мы, конечно, хотели более пышную свадьбу. Лучше все организовать. Но немного пришлось поторопиться. Сделаем летом что-то вроде второй свадьбы. Оставите нас. Позволите? Вы пришли. Ты думала, мы тебя можем оставить? Çok güzel olmuş. Masallardan çıkmış gibi. Моя прекрасная внучка.
частичка моя. Я знаю, как вам было тяжело сюда прийти. Я никогда не забуду этот момент. Не плачь, макияж испортишь. Ты совершаешь ошибку, дочка. Все мое сердце кричит, что это ошибка. Но внутри меня живет надежда, что внизу, смотря нам в глаза, ты не скажешь «да». Может, даже если в последний момент ты откажешься от этой ошибки. Я не могу, мама. Не могу. Даже если ты совершишь ошибку, я всегда рядом с тобой. Всегда. Я ни за что тебя не оставлю. Не повернусь к тебе спиной. Я рядом с тобой, что бы ни было. Вы заставите меня плакать. Бабушка. Папа? Да. Папа. Папа, я очень переживала за тебя. Я в порядке, дочка. Не переживай. Ты очень красивая. Я не могу наглядеться. Ты очень красивая. Ферит. То есть мы все еще можем передумать, ты же знаешь. Мы не обязаны это делать. Ясемин, смотри, это самый счастливый день в моей жизни. Обещаю тебе. Обещаю. Я сделаю все, что в моих руках, чтобы мы снова стали прежними.
Я принес тебе привет от Айше, Кичук и Фи, Амель. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Айша жива, госпожа Эмель.